Так что отключаемся. 36 участников. Хорошо. Надеюсь, география у нас обширная. Осталась 1 минута. Я вас сейчас попрошу начать писать в чате ваши фамилия, имя, отчество, какую организацию вы представляете, желательно телефон, электронную почту. Если вы хотите получать нашу рассылку, да, подписаться на нашу серию вебинаров, семинаров, прийти к нам в гости, когда у нас уже начнется онлайн-обучение и онлайн-консультирование, нам нужна обратная связь. И если вы оставите свою почту, мы автоматом будем понимать, что вы согласны на рассылку, и будем вам отправлять все наши новости, которых сейчас будет очень много. Можем здороваться в чате. Всех приветствую. Надеюсь, все меня слышат и видят. Помашите, напишите. Все хорошо? Все видят меня и все слышат. Уважаемые коллеги, добрый день, кто подключился только что. Мы начинаем наш вебинар. Я вас всех хочу поздравить с Новым годом, наступившим 2021 годом, пожелать вам здоровья, пожелать вам успехов, успехов в ваших проектах, во всех ваших идеях, начинаниях, и чтобы у вас все было хорошо дома, в семье, на работе, и чтобы коронавирус уже отступал, потому что нам надо выходить в офлайн, нам надо начинать делать дела, которые чуть-чуть были все-таки приторможены в 2020 году. Я попрошу запустить сейчас презентацию. Дмитрия. И еще раз, давайте, уважаемые участники, отключим микрофон. Евдокия Гаврилевна, отключим микрофоны. У кого еще включенные микрофоны, проверьте, пожалуйста. Леонид, а вы можете отключать, да? Да, сейчас можешь всех отключать. Спасибо. Ну что, мы стартуем. Я вижу, настроение хорошее. У нас в Якутске, например, стало тепло, практически 38 градусов. Туман рассеялся. Думаю, что можно начинать писать проекты. Да, давайте сразу же по этому слайду. Если у вас не слышен звук, то выйдите, зайдите снова. Если зашли с телефона и не слышен звук, то выйдите с эфира и сделайте вот такие вот настройки, которые указаны. Мы вам сейчас принудительно отключили микрофоны, чтобы мы не отвлекались. Еще раз добрый день, и мы начинаем следующий слайд. По времени был вопрос, сразу на него отвечаю. Пока вы пишете в чате свою фамилию, имя, отчество, какую организацию вы представляете, электронную почту, телефон. Кроме того, мы просим вас зарегистрироваться на нашем портале. Он был торжественно открыт 17 декабря 2020 года, erc-portal.ru. Подпишитесь на наш YouTube-канал, вы просто заходите в YouTube и пишите «Единый ресурсный центр», и вы сразу зайдете к нам на страничку, а также подпишитесь на наш Инстаграм, который прямо сейчас у нас формируется, и я думаю, что мы в эфир в следующий раз постараемся зайти с Инстаграма для того, чтобы разнообразить наши эфиры. Значит, по времени сейчас уже 15:02. Мы хотим отнять вашего времени не больше, чем на 35-40 минут. Следующий слайд. Почему? Потому что... можно следующий слайд, да? Следующий слайд. Да? Ну тогда обратно возвращаемся. Обратно вернись, пожалуйста. Потому что ровно в 4 часа сегодня или в 10 по московскому времени, 1 февраля, да, можно вернуться на 1. Да. Будет в Инстаграме, и мы вам покажем специальный слайд. Вот сейчас кусочек уже вы увидели. Слайд о том, что Илья Чукалин, да, генеральный директор фонда президентских грантов, выйдет в прямой эфир. И сейчас коллеги начнут в чате кидать ссылочки на
значит, Инстаграм на обучение президентские гранты.рф, вебинар 9. Дальше вы увидите ссылочку на наш ERC-портал, на наш YouTube-канал и на наш Инстаграм. То есть вы не сидите, не отдыхаете, конечно, вы можете пить кофе и так далее, и чай, но заходите в чат и прямо скачивайте наши ссылки, потому что мы убедительно просим вас о том, чтобы вы регистрировались на нашем портале. Это очень важно, потому что мы будем и на консультацию, и на семинары записывать вас через портал. И кроме того, вы еще сегодня услышите о нашей карте, на которую вы можете свои проекты разместить. Теперь вернемся и начинаем наш вебинар. Да. И вообще могу сказать, что мы даже уже соскучились по эфирам, по семинарам, и хочется офлайн. Мы сегодня будем делать очень четкий план наших перемещений по республике. У нас впереди зональные форумы, у нас впереди семинары, выезды, поэтому с кем-то из вас мы встретимся очно. И, конечно, когда будет полностью разрешено проводить офлайн мероприятия, мы вас ждем все в открытом пространстве единого ресурсного центра. Но я бы хотела остановиться на аналитике. Наш ресурсный центр в прошлом году по заданию Владимира Солодова провел исследование потенциала гражданского общества Республики Саха-Якутия. Благодарю всех, кто так или иначе был к этому причастен, кто заполнял анкету. Мы замучили некоторых наших коллег и клиентов заполнить анкеты для того, чтобы понять, на каком уровне находится сейчас развитие некоммерческого сектора и к чему нам нужно стремиться для того, чтобы выработать, конечно, наши предложения, да, рекомендации и так далее. Вот аналитика за 4 года. Давайте посмотрим, как у нас Республика Саха-Якутия великолепно выглядит с точки зрения участия некоммерческих организаций в конкурсах Фонда президентских грантов. Посмотрите, 2017 год, и справа вы видите, это такой KPI или процент поддержанных проектов от общего количества поданных заявок НКО на конкурсы Фонда президентских грантов. То есть это процентовка КПД участия, то есть заявок, допустим, у нас в 2018 году было много, да, 173 заявки, но всего 13% да, значит, в 2019 году подано 189 заявок, выиграно 40. И давайте посмотрим 2020 год. Но здесь не нужно забывать о том, что было не 2 конкурса, а 3. Да, но все равно по количеству поданных заявок мы стоим в первых местах по Дальневосточному федеральному округу, да и по России в целом, я бы хотела сказать. 303 заявки было подано и 57 выигранных проектов. Я всех поздравляю, кто участвовал, кто выиграл и кто не выиграл. Наша задача с вами поработать таким образом, да, февраль и до середины марта, чтобы ваши проекты, особенно те, которые не получили поддержку, были доработаны, отправлены на конкурс и все-таки добились своего успеха. Можно следующий слайд. Давайте погордимся суммами. Это инвестиции, финансовые инвестиции, которые были привлечены в республику по итогам конкурсов Фонда президентских грантов. Посмотрите, в год пандемии, да, наши НКО, в том числе Фонд «Семья для ребенка», который я также представляю, привлекли в республику более 61 миллиона. Я считаю, что это очень хорошая поддержка во время
кризиса, да, и это здорово, когда мы можем участвовать с вами, улучшать качество жизни населения, участвовать в решении социальных, экономических, экологических проблем, и когда мы на своей территории привлекаем средства. И те главы районов, следующий слайд, которые понимают, что участие некоммерческих организаций, развитие вообще этого сектора влияет на развитие муниципалитета наследия, я думаю, они уже получают свои дивиденды. А здесь просто у нас не влезли все 36 муниципалитетов, поэтому мы разбили нашу табличку, которую мы подвели, да, на 2 блока. Ну, давайте первый блок. Здесь очень много у нас, мы их называем да, вот лидеры, да, мы будем говорить. Давайте посмотрим по суммам, по количеству поддержанных проектов, по количеству всего поданных проектов. И вот этот процент поддержанных проектов от общего количества поданных. Почему мы акцентируем на этом проценте? Это, собственно говоря, тогда, когда люди пишут, мы знаем таких, и я хочу сказать, что фонд «Семья для ребенка» выиграли впервые в фонде президентских грантов в 2018 году с 4-й попытки. Поэтому ваши руки не должны опускаться. Любое участие в конкурсе – это опыт. Это говорит о том, что нужно проект доработать, сколотить хорошую команду, нужно лидеру, значит, какие-то компетенции новые получить и все-таки пытаться участвовать и не только в фонде президентских грантов, и в других муниципальных, регионального уровня конкурсах. Здесь, конечно, горный район. Я хочу отметить участие Горный, Хангаланский, Мирнинский район, участие именно власти, муниципальной власти в поддержке некоммерческих организаций. Мы видим активное участие, и вот даже я смотрю, тут появляется у нас Усть-Алдан, да, Чурапчинский, Алданский район, Намский Улус очень активно участвовал. Почему-то в первый конкурс 2021 я не увидела ни одной намской организации и была очень удивлена. Да, конечно, уже наступают на пятки, но я хочу, чтобы очень хорошие проекты появились в Вилюйском, в Ленском районе, в Сунтарском районе, Кобяйский Улус. Очень активная поддержка идет со стороны администрации, но нужно здесь поднажать именно в социальном проектировании. Следующий слайд. Да, мы видим Жиганский, посмотрите, арктический район, который очень активно начал разрабатывать проекты и направлять их на разного плана конкурсы. И я считаю, это очень хороший результат с точки зрения Арктики. И мы видим Нали. Есть такие районы, которые не подали ни одной заявки или по одной заявке. И здесь я бы хотела сказать, что нельзя говорить, что там нет активности совсем. Давайте будем говорить честно, что это Арктика, в основном своем это Арктика, да, ну вот за исключением, наверное, Алекминского и Тампонского улуса. И Б, это, конечно, низкоскоростной и низкого качества интернет. Следующий слайд. И здесь, допустим, в прошлом году мы помогали нескольким арктическим районам, мы прямо вбивали за них заявки и подавали их на конкурс. Ну, значит, сегодня не забываем, что у нас в 4 часа, да, скинули, Дмитрий, ссылку на Инстаграм. Ссылочка на Инстаграм. И еще в 6 часов по нашему времени, по якутскому времени, но в 12 по московскому времени тоже будет уже в Зуме. Нужно зарегистрироваться на этот вебинар Фонда президентских грантов. Возможности грантовой поддержки проектов именно в сфере культуры и искусства. Обратите внимание, значит, есть какие-то нюансы. Следующий слайд. Дальше.
у нас 3 марта по московскому времени будет вебинар по подготовке конкурсной заявки «Как доработать проект до победы в конкурсе президентских грантов». Тоже ссылочки попрошу покидать сейчас в чат, скачивайте их, себе сохраняйте куда-то. Я думаю, что вообще про обучение. Вы, если зайдете на наш YouTube-канал, если вы подпишетесь на наш портал ercportal.ru, вы увидите 48 наших вебинаров разного характера, включая и разработка, и подача проекта на конкурс. Кроме того, если вы зайдете на сайт президентские гранты.рф, у них очень хороший, они сейчас обновили интерфейс обучения. Я прямо советую по 20 минут вот эти коротыши, которые дает фонд президентских грантов, от самого начала до бюджета проекта и до чек-листа до проверки своего проекта, экспертизы, обязательно посмотрите, потому что мы с вами думаем, что у нас все получится, все хорошо, мы все умеем, но на самом деле, еще раз повторяю, грантооператор, он заказывает музыку, у него есть правила, эти правила прописаны, пожалуйста, скачайте себе положение и объявление о проведении конкурса. Если у вас это не настольная книга, вы обязательно где-то сделаете ошибку, и эксперт, проверяя, будет занижать баллы. Вот чтобы этого не случилось, читаем правила игры. Следующий слайд. Еще 4 февраля, это мы уже об этом говорили или нет еще? Нет. 4 февраля по московскому времени состоится вебинар «Как разработать проект для участия в конкурсе президентских грантов». Опять регистрируемся. Обучение на портале президентскиегранты.рф. Я очень вас прошу следить за этим. И если вы нам отправите свои координаты, мы будем вас тоже об этом информировать. Следующий слайд. Ну, давайте посмотрим на вот эту хорошую фотографию. О чем она нам напоминает? О том, что мы всегда с вами, коллеги, но многие из вас любят заскакивать в последний вагон. Дмитрий, мы во сколько подали наш проект в прошлый конкурс? За 4 часа до конца. За 4 часа до конца конкурса. И мы, как единый ресурсный центр, наверное, не должны так поступать. И вас учим говорить, вас учим подавать заранее, да, но смотрите, до 15-го, дедлайн, до 15 марта 2021, до 23:30 часов по московскому времени, не 24, как в новогоднюю ночь, а 23:30 ваша заявка должна быть отправлена и иметь статус «подана в фонд». И где медленный интернет, да, где вы не уверены в своих силах, где, не дай бог, вы сделаете ошибку, вот такое было на грантах главы, когда нету подписи, не поставили печать на последней вот этой вот заявке, там буквально один листочек, то тогда ваша заявка не будет в статусе подана, и, конечно, она не попадет на экспертизу. Вот до 15 марта 2021 года. Так что у нас есть 1,5 месяца, но это не значит, что нам этого времени хватит. Следующий слайд. Если проект большой, весомый, и он тянет, так скажем, на всю республику по географии, и, ну, давайте говорить, больше 3 миллионов рублей, я считаю, что этот проект меньше месяца не может быть разработан. Либо должны быть какие-то наметки, должны быть какие-то заранее подготовленные проекты, которые нужно доработать. Но если с нуля, меньше месяца может даже не хватить. Поэтому предлагаю стартануть прямо сейчас. Давайте еще раз поговорим о том, кто может участвовать в конкурсе. К нам поступало несколько обращений сейчас, отправляют форму организационно-правовую некоммерческой организации, отправляют, значит, возраст организации и спрашивают нас, можем мы участвовать или нет. Вот я честно в телефоне, уже в личку, я не отвечаю на этот вопрос.
Наш администратор Дмитрий, конечно, вам ответит, но я вам скажу, откройте, пожалуйста, положение, потому что это очень важно. Если вы начинаете смотреть, откроете вот этот документ, то вы точно увидите что-то еще, что вам поможет. Но сейчас, так как вы подписаны и зашли на наше обучение, мы вам расскажем, кто может принять. Это, во-первых, зарегистрированные организации, не позднее, чем за год до окончания приема заявок. То есть вам должен быть год. Все, что старше года, вы можете подавать на проекты разного уровня, разного веса по финансированию. А также при запросе гранта до 500 тысяч рублей, кроме ресурсных центров, не позднее, чем за полгода. То есть вы должны быть либо 6 месяцев, и тогда вы подаетесь на сумму в пределах 500 тысяч, либо старше года, и тогда у вас бескрайние границы. Но опять же, про границы мы поговорим. Те организации, которые не находятся в процессе ликвидации, банкротства под действием решения суда о приостановлении деятельности. Очень внимательно. Не имеющие просроченной задолженности по налогам и иным платежам в бюджет в размере более 1000 рублей. Почему? И на какой момент? На момент подачи, конечно. Но если вы подали заявку и одновременно получили справку с налоговой, и у вас там есть какая-то задолженность, то, конечно, я вам рекомендую погасить. А еще на протяжении проверки, экспертной проверки вашей заявки, периодически, пожалуйста, узнавайте, мониторьте, нет ли у вас задолженности. Потому что может случиться так, что ошибки бывают разного плана, и не только с нашей стороны, но и со стороны налоговой. У нас такой прецедент в прошлом году был, и мы даже писали претензию в налоговые органы, и получилось так, что правда была на нашей стороне, но мы должны четко знать, что у нас задолженности нет, да, во время подачи, проверки и особенно подведения результатов. Будет обидно, что если грант не будет выделен из-за вот этого, вашего недосмотра. И также могут принять участие организации, не имеющие среди учредителей государственных органов и органов местного самоуправления. Очень внимательно. То есть это конкурс для неправительственных некоммерческих организаций. И мы видели в конкурсе гранты главы, когда к нам отправляли на конкурс, получается, детские сады, школы и так далее. Да, по форме своей они являются учреждением некоммерческой организации, но они учредители имеют в виде государственных органов или органов местного самоуправления. То есть этапы конкурса такие. Заявки заполняются, подается все через сайт. И если вы хотите получить экспертизу проекта, сразу хочу сказать, то вы либо доверяете нашим коллегам-экспертам логин и пароль, либо вы в PDF отправляете на нашу почту, которую мы в конце тоже укажем, но заявка должна быть заполнена полностью на 100%. А если вы хотите получить консультацию, но пока у нас сейчас идет онлайн, то тоже желательно, чтобы у вас был структурированный такой вопрос, да, и, пожалуйста, не вбивайте свой проект в Word, а потом его будете перебивать на портал. Почему? Это, конечно, кроме арктических районов, в которые приходится в отпуск улетать там в Санкт-Петербург и там забивать, к сожалению, свою заявку, потому что проблема, как я уже выше говорила, с интернетом. Потому что это двойной труд. И у меня один раз был случай, когда ко мне с одного района приехала женщина в возрасте с флешкой и сказала, буквально 10 часов до окончания приема заявок, говорит, возьми, быстренько вбей мой вордовский проект вот на портал. Это невозможно сделать ни за час, ни за два. Но кто работал и неоднократно над проектами, конечно, на это нужно время. Поэтому распределите сейчас, распланируйте. Дальше допущенные до участия в конкурсе заявки распределяются по экспертам. Это независимые эксперты, и мы их не знаем.
Поэтому один эксперт может быть из республики Саха-Якутия, а второй эксперт может проживать где-то в Калужской области. И когда мы пишем про наши проекты, про нашу самобытность или в наших природно-климатических условиях, пожалуйста, описывайте это. И представляете, что эксперт живет в Москве, в Калуге, в Владикавказе, Хабаровске, и он знать не знает про наши особенности, про нашу природу, погоду и так далее. Дальше экспертный совет рассматривает, принимает результаты работы экспертов и определяет рейтинг. То есть вот 68 баллов был рейтинг на одну из категорий проектов первого конкурса. Те, кто меньше, не проходят. Вот почему в положении нужно посмотреть именно те критерии, я прямо советую, вот критерии оценки заявок на участие в конкурсе, 8-й блок. Если вы будете знать, какие оценки вам поставит эксперт и за что, тогда вот, например, ваша информационная открытость начнет открываться, если она закрыта. У вас появится в Инстаграме страничка не Ивана Ивановича Иванова, а именно оно, ДПО, например, «Солнышко». Потому что физлица – это физлица, мы представляем юрлица, и у каждого юрлица, конечно, должна быть своя либо социальная сеть, либо страничка или хотя бы логотип ваш должен висеть на сайте администрации, например, района или наследа. И хорошо бы, если у вас были свои странички в соцсетях, они у нас разные сейчас, да, и, конечно, сайт – это великолепно, но также нужно, чтобы о вас знали, поэтому вы обязательно в проекте укажете все ссылки, которые были о вашей организации, а не лично о вас как личности. И дальше координационный комитет подводит итоги, и мы с вами сидим и молимся, ничего нам не остается. Следующий слайд, чтобы узнать, победили мы или нет. Грантовые направления не изменились. И этот слайд я поставила специально для того, чтобы вы сейчас сделали домашнее задание. Нашли свои уставы, открыли их и посмотрели ваши основные цели и виды деятельности. Если в ваших целях уставных нет этих направлений, ну, не обязательно, что оно прописано именно вот так вот, слово в слово. Но, кстати, опять я вам показываю положение. И здесь, когда вы видите грантовые направления, есть очень хорошая подсказка от меня лично. Вот они идут. Допустим, направление, давайте выберем какое-то, вот, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни. Так звучит направление ФПГ. Но здесь есть разбивки, которые могут быть либо у вас в вашем уставе, вы их увидите и такие: о, да, я прохожу, и у меня точно будет проект по профилактике заболеваний. Или у меня будет проект создания условий для занятий детей-инвалидов физической культурой и спорта. А еще, что интересно, это могут быть ваши задачи. Я всегда использую вот эти поднаправления в качестве задач. Конечно, подстраивая под свою территорию, под свою целевую группу и так далее. Но это очень хорошая подсказка. И не использовать положение и ни разу сюда не заглянуть – это ошибка номер 1. Вот я считаю так. Следующий слайд. Да, на вопросы мы обязательно в конце ответим, поэтому вы фиксируйте, Дмитрий, пожалуйста, вопросы, чтобы мы никого не оставили без внимания. Давайте мы все-таки вспомним, что же такое социальный проект. И все-таки с точки зрения фонда президентских грантов, социальный проект – это комплекс действий и мероприятий, направленных на достижение целей и получение заранее запланированных результатов для изменения существующей социальной проблемы. Проект, он ограничен ресурсами, временем, территорией и командой проекта. Иногда к нам отправляют проекты, которые явно тянут на программу. Они вот прямо такие тяжелые по времени. Еще говорят: ой, он у меня там 3 или 5 лет. Вот 3-5 лет – это программа. Проект фонд президентских грантов не поддерживает, да,
практически, кроме одного направления, проекты, которые старше 1,5 года. То есть год-полтора, может быть меньше, но больше получается, время ограничено. Да? Территория тоже, посмотрите свой устав. Если в вашем уставе написано, что вы общественная организация Республики Саха-Якутия, значит, вы можете разрабатывать проект, география которого, можно следующий слайд, будет Республика Саха-Якутия. А вот если у вас организация написана Мадуцкий наслед Намского улуса, и вы пишете проект на всю республику, то и очень тяжелый он будет по весу в качестве финансирования, запрос, да, на гранта будет большой, скажем, 3 миллиона рублей, сразу могу сказать, что вы не пройдете. Потому что вы можете писать и разрабатывать проект только на той территории, которая у вас прописана уставом. Это может быть город, это может быть улус, это может быть наслед, это может быть Республика Саха-Якутия. И есть уникальные организации, которые могут разрабатывать межрегиональные проекты. Здесь и другая сумма, и здесь даже другие временные рамки. Давайте посмотрим на типичные ошибки. И я бы больше назвала следующий вебинар, который мы будем проводить на следующей неделе. Это будет скорее про проектирование и про работу над ошибками. Мы будем всегда так говорить, потому что я уверена, что сейчас среди 94 участников нашей встречи точно есть добрая половина тех, кто участвовал, побеждал и не побеждал, и точно есть новички, которые еще знать не знают, что это такое. И поэтому мы будем говорить, и в том числе повторять для новичков и, так скажем, старичков, про проектирование всегда, и будем говорить про ошибки. Первое. Мы не глубоко с вами изучаем причину проблем целевых групп, а не умеем сформулировать и обосновать проблему. 7-й блок в заявке в первом листе – это именно актуальность. Она звучит как актуальность, да, вашего проекта, но по факту это проблематика. И есть такой закон в проектировании. Нет проблемы, нет проекта. Поэтому, если у вас все хорошо, если вам, в принципе, вы никого не спасаете, вы не участвуете в каких-то конкретных решениях проблемных вопросов, да, или актуальных, назревших вопросов для конкретной территории, то это не проект, это просто ряд мероприятий, а иногда бывают проекты тоже уникальные. Один фестиваль провели. Вот по мне так это не проект. Это одно большое мероприятие. Дальше, неправильный выбор целевой аудитории проекта. Опять же, должны смотреть, можем ли мы по уставу помогать детям с инвалидностью или нет, да? Или детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Потому что нас некоммерческие организации очень часто уносят вперед, и мы хотим, как Брюс Уиллис, спасти все человечество, и забываем о том, что, оказывается, мы ограничены нашими учредительными документами конкретной целевой группой. Из-за пропуска этапа исследования, то есть очень часто анкетирование прикрепляют или статистические данные, обоснование проблемы целевой группы. А из-за этого вы не можете порой поставить правильно цели, задачи проекта, соответственно, сыпется вся логика. И все мероприятия, они получаются с одной стороны, в календарном плане бюджет вы просите на третье. То есть вообще проект вот для меня, да, это такая логика некая, которую, если вы пройдете обучение, вы поймете, и этого вам хватит на всю оставшуюся жизнь, ничего сложного нет. Я считаю, что мы все с вами занимаемся проектированием, когда даем образование своим детям, когда строим дом в своем дворе, когда собираемся в отпуск и так далее. И особенно те, которые работают в школах, культурно-массовые, физкультура, наука, исследования и так далее, все равно сейчас все идет в рамках проекта. Поэтому это для вас не новое. Непонимание, как измерить результаты проекта, особенно качественные. И порой бывают действительно такие задачи, они неподъемные, и мы говорим,
социальный эффект отложен. Например, проект, который направлен на реабилитацию лиц, страдающих алкогольной зависимостью. И ставят такой индикатор: 100 женщин, страдающих алкоголизмом, излечатся от алкоголизма. За 1,5 года мы не можем сказать, что это будет точно. Поэтому нужно 7 раз отмерить, 1 раз отрезать. И качественный. Как повлияет проект, то есть реализация проекта, выделенный грант, вы получили, что изменится на вашей территории, как жизнь улучшится, как жизнь станет краше той целевой группы, которую вы определили. И то, о чем я говорила, масштаб обозначенной проблемы не соответствует выбору ее решения. Следующий слайд. Поэтому, что нам сейчас еще необходимо? Ну, во-первых, вот когда собственное мнение, да, в 7-м блоке пишут: я считаю, что недостаточно проводится профориентация среди школьников такого-то наслега. Поэтому они у нас не поступают в высшее учебное заведение, допустим, за пределами Республики Саха-Якутия. Но эти слова надо подкрепить. И если вы не нашли статистические данные, вы можете привести выдержки из выступлений главы республики, президента Российской Федерации. Это могут быть статьи и так далее. Все нужно подкреплять доказательствами. Иначе, то, о чем говорила эксперт в Калуге, он нам либо не поверит, либо не поймет, является ли вот это направление, которое вы выбрали, проблемным, и нужно ли туда вкладывать, заметьте, федеральные деньги. Действие по принципу «чем больше, тем лучше». Авторы заявки выбирают много целевых групп, раздувают результаты, но я бы еще сказала, раздувают еще и бюджет. И мы видим прямо тяжелые проекты на 12 миллионов отправляют нам на проверку. И, конечно, там не бьется ни количественные, ни качественные результаты, ни финансовые. Путаются цели с задачами, задачи с мероприятиями. Сейчас мы об этом поговорим. И заявители не до конца понимают, как должна быть составлена заявка, чтобы эксперт ее хорошо оценил, не разбираются в критериях оценки. Это я опять вам показываю вот это волшебное положение. Следующий слайд. Целевые группы – это то, на кого направлен проект. Еще их называют благополучатели. Кто получит благо, когда вы начнете так или иначе с ними взаимодействовать? Кто получит пользу от нашей работы? Какие люди, группы людей? Они должны отражаться и в задачах, и в результатах. Ну, допустим, задача может такая быть: поиск и подготовка волонтеров для поиска пропавших людей на территории Анабарского района. Конкретно целевая группа, волонтеры, они есть. И когда вы будете разрабатывать календарный план, в результатах у вас обязательно будет ожидаемый результат, количество этих волонтеров и количество пропавших людей. Это обязательно должно быть. То есть чем больше вы сосредоточитесь на проблематике и постановке целей, задачи, тем легче вам будет разработать мероприятие и поставить результат. Мероприятие направлено на решение проблем целевых групп. Ну, о чем я сказала. Следующее. Вот, допустим, смотрите, мы хотим помочь сегодня и собачкам, и кошечкам, и многодетной семье, и бездомным людям. Но у нас в уставе написано, что мы помогаем только людям с инвалидностью и с ОВЗ. Соответственно, мы должны сосредоточиться на этой целевой группе. Да? Следующий слайд. И мы, конечно, должны быть очень компетентны. Про географию. Еще раз, где и почему будет реализован проект. Это может быть страна, если, допустим, мы берем то, как я говорила, организацию, которой устав позволяет межрегиональные связи устанавливать. Это может быть Республика Саха-Якутия, или город Якутск, или поселок, или наслед. Следующий слайд. Или муниципалитет. Да.
и обоснование проблем целевой группы. Если вы строите только на собственных убеждениях и утверждениях, то, конечно, эксперт вам просто не поверит. Поэтому плюсик вам будет, если есть подтверждение результатов исследований или собственных исследований, тесты, опросы, как я говорила, анкетирование, интервьюирование и так далее. Цитаты из СМИ, представителей органов власти желательно, потому что СМИ бывают разные, бывают желтые СМИ, которые напишут, но это абсолютно не подкреплено ничем. И официальная статистика. Следующий слайд. Проблема целевой группы, выявление причин проблемы, изучение проблемы, ее причины, препятствий. Есть такое понятие причинно-следственной связи. Ничего не бывает без причины, и поэтому, конечно, если вы определяете, допустим, 3 причины, то значит у вас будет 3 задачи, как минимум. Следующий слайд. Ну, здесь мы уже говорили, цель проекта, решение проблемы всех выбранных представителей целевых групп всегда измеримо, достижимо и конкретно. Следующий слайд. Задача конкретно и решаема. ФПГ дает нам не более 5 задач, но я, например, не советую больше 4. Если уж у вас такой многозадачный проект, то хорошо, но чем меньше, тем лучше. Если у вас проект на 6 месяцев, то не больше 2-3 задач, иначе вы не достигнете. Следующий. И какими должны быть результаты? Во-первых, количественные и качественные. Они должны быть измеримы, адекватны и конкретны. Это количество людей, может быть, которые ощутят позитивные изменения после осуществления проекта. Это качественный результат, это конкретные изменения, которых вы добьетесь. И всегда еще можно посчитать, да, по головам, так скажем, нашу целевую группу. Кстати, это могут быть не обязательно люди, это могут быть животные, если вы работаете, например, с бродячими животными. Это могут быть специалисты, которые помогут вам работать, допустим, с детьми-сиротами, психологи, педагоги, воспитатели и так далее. И всегда очень большое затруднение представляет качественные результаты. Мы это заметили. Следующий слайд. Вот это очень сложная схема. Честно, я не сразу в ней разобралась. И я предлагаю вот этот чек-лист оставить на наше, наверное, 2-е или даже 3-е обучающее занятие, потому что здесь мы по этому чек-листу, когда мы вас научим проверять свой проект, тогда у вас точно не должно быть ошибок. Это вот, в принципе, все придумал фонд президентских грантов. Следующий слайд. В помощь нам. А тут сейчас такая социальная реклама. Пожалуйста, я вас очень прошу, вот так выглядит наш портал, и вот так выглядит карта гражданских инициатив. Она была разработана специально для вас, нашим фондом «Семья для ребенка». Мы выиграли грант Владимира Потанина, разработали портал, разработали карту. Я вас прошу, еще раз ссылку сейчас вы можете ссылку на портал отправить, зарегистрироваться, потому что в следующий раз мы сегодня практически никого не увидели зарегистрирован на сегодняшний вебинар через наш сайт. Но я прошу вас заходить и на консультацию. Следующий слайд, да, можно? На семинар вы можете через наш портал. Как еще вы можете пройти у нас консультацию, мы должны уже закругляться потихоньку, да, по времени, получить консультацию. С 1 февраля мы в режиме онлайн, и вот почему вам нужно зайти на РЦ-портал. Вы пишете ваша фамилия, имя, отчество, внизу прокручиваете, там такой раздел «Свяжитесь с нами», записывайте свою электронную почту либо телефон. Суть запроса, вебинар, консультация, экспертиза проекта, вот QR-коды, пусть они чуть-чуть повисят, кто продвинутый сразу себе сейчас установит это все в телефон. А вообще ссылки качайте, пожалуйста. Мы будем работать через портал. Это для нас удобнее,
Это, значит, упростит нашу отчетность перед заказчиками и перед теми, с кем мы так или иначе в партнерских отношениях для развития некоммерческого сектора. И это упростит задачу вам, потому что, заходя на наш портал, вы увидите все наши ролики и все наши обучающие вебинары. Следующий слайд. Так, а вот теперь мы готовы ответить на вопросы. И вопросы уже были. В чате я вижу очень много всего. Может быть, вы меня тогда сориентируете. Сейчас пока мы ответим на те вопросы, которые были заданы в чате. Так, что у нас там? Сейчас, может ли участвовать профсоюз, действующий на основе положения о профсоюзе? Так, юридический вопрос. Да? Угу. Профсоюз. Кто у нас не может? Политические партии не могут участвовать, торгово-промышленные палаты, адвокатские, нотариальные, микрофинансовые. В принципе, я вот на первый взгляд не вижу, да, потребительские кооперативы не могут принимать участие. Давайте, вы там есть телефон, кто задал вопрос? Пожалуйста, кто задал вопрос, оставьте свой телефон. Чат мы запишем и сейчас прямо с нашим юристом проконсультируемся, хорошо? Или вы еще можете нам позвонить. И прямо сегодня мы вам ответ дадим. Дальше. От этой же Галины вопрос. Заявки от профсоюза может ли быть другой руководитель проекта помимо председателя профсоюза? Все понятно. Здесь все по профсоюзам, да? Я думаю, что нам нужно прямо делать это сейчас, сегодня онлайн-консультацию. Пожалуйста, Галина, будьте любезны, напишите свой телефон, а эти вопросы мы поставим перед нашим юристом и вам перезвоним сегодня. Вы согласны? Дальше. Так, вебинар на 4 февраля будет ли в YouTube? Он будет в Инстаграме, коллеги, скорее всего, они его потом выложат в YouTube, но мы не можем отвечать вам, да, за деятельность фонда президентских грантов. Я думаю, неспроста они в Инстаграме проводят, это для того, чтобы нас там было больше. Так. Вопросы в основном рабочего характера. Так. Были о том, что слышно, не слышно. И наверху все. Вопросы еще были внизу, я видела. Так, давайте мы включим микрофоны, Леонид. Коллеги. Можно ли написать, спрашивает Лидия. Что? Можно ли написать проект по туризму, спрашивает. По туризму, но вы откройте, пожалуйста, направление. Такого конкретного направления нет у нас туризм. Но у нас есть поддержка молодежных проектов, да, если туризм связан с молодежью, почему бы и нет. У нас есть проект сохранения исторической памяти. Если по историческим местам есть охрана окружающей среды, если это экологический туризм, то вперед. Вообще туризм считается областью бизнеса. Поэтому туризм как таковой не имеет никакого отношения, опосредованно, конечно, к некоммерческим организациям имеет. Есть кто очно хочет задать вопрос, есть шанс. Так, тут спрашивают, заявка на юриста поступила от Светланы. Помощь по доработке ТОС Сунтарский наслед. Сунтарский наслед, ТОС. Хорошо. Ренат Фабрин спрашивает, где взять бланк заявки на грант? Так, портал. Вам нужно зайти сейчас на портал президентские гранты.рф. В принципе, такого бланка, и вот это была ошибка в прошлом году, если честно, меня очень сильно раздражало. Я не знаю, кто уважаемым нашим НКО говорил заполнять в Word. Да, есть такой, как вы говорите, бланк на портале президентские гранты РФ. Первое, что вам нужно, зарегистрироваться на портале. Вы можете, Дмитрий, зайти на портал, и мы можем открыть его и показать сейчас прямо. Вам нужно зарегистрироваться сразу на портале и начинать вбивать. Никаких вордовских документов вам вбивать не нужно. Это делают вынужденно. Допустим, в прошлом году Анабарский район нам отправлял
свой бланк в Word заполненный для того, чтобы наши эксперты помогли на гранты главы, да, заполнить. Вот здесь у нас справа идет зарегистрироваться. Вот есть мой профиль, мои диалоги, мои проекты, мои настройки. Вы должны, зарегистрироваться, запомнить логин и пароль, туда не заходит, и начать вбивать свой, вижу еще один вопрос, свой проект. Это очень кропотливая работа, разобраться, как это делать, поэтому сегодня еще послушайте, что скажет Илья Владимирович Чукалин, и будем с вами пошагово разрабатывать проекты от регистрации. Давайте следующий тогда вебинар мы делаем от регистрации. Укажите, пожалуйста, телефон, кто сейчас задал вопрос, для того, чтобы в следующем вебинаре вы прямо конкретно посмотрели, как это делается. Но лучше, конечно, начать прямо сейчас. Дайте еще сейчас наши координаты, Дмитрий. Координаты? Да, последний слайд. Угу. Для того, чтобы вы видели, да, наш телефон администратора, куда вы можете позвонить, портал, куда вы, значит, записываетесь. Дальше у нас будет сегодня, прямо уже есть Инстаграм, вы можете подписаться, здесь он у нас не указан. Да, и мы находимся на Курашова, 24, кабинеты 702-703, но пока мы стараемся делать все онлайн. Если есть прямо очень большая потребность, пожалуйста, вначале запишитесь, потому что мы консультации будем вести только с 2 до 6 вечера и по предварительной записи, чтобы не было большого скопления людей. Был вопрос еще, я вижу, как стать ИОПУ, да? Я вот вижу такой вопрос. То есть исполнителем общественно полезных услуг. Что нужно сделать? Два пути есть сейчас с 1 сентября 2020 года. Первое – это вы подаете заявку в наше управление Минюста Российской Федерации по Республике Саха-Якутия, и нужно получить дополнительно письмо поддержки. Ну, там есть, по-моему, определенная форма. Допустим, если у вас солнышко, вы оказываете услуги семьям с детьми с инвалидностью, то вы должны от Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия получить официальное заключение, что вы с такого-то года с таким-то людям оказали такое-то количество услуг и так далее. И подаете это заявление в управление Минюста. Есть второй путь, и мы стали первыми, фонд «Семья для ребенка», стали первыми, кто по этому пути в Республике Саха-Якутия пошел. Когда вы успешно реализуете свой проект фонда президентских грантов, и отчитаетесь полностью, вы увидите такой интересный значочек появляется возле вашего проекта, где написано «Возможность подачи заявления от господина Чукалина, от фонда президентских грантов о том, что вы 100% на 5 исполнили свой проект». Таким образом, они готовят это заявление, что они подтверждают, что вы достойны вступить в реестр исполнителей общественно полезных услуг, и мы это заявление распечатали, передали нашему управлению Минюста, и через, по-моему, 10 дней мы стали исполнителями общественно полезных услуг. 13-е по счету в республике. Вот вам, пожалуйста, два пути. Еще вопрос? Коврова Сардана спрашивает, где можно ознакомиться с положением? Положение, еще раз открываем портал. Давайте мы сейчас как школьники будем в учебник заходить. Значит, еще раз портал, запишите, пожалуйста, коллеги, напишите наши в чате сайт. Вот видите сайт президентские гранты, ссылочку в чат. Смотрите, вот видите президентские гранты РФ наверху. Вы заходите туда, заходите в раздел «Конкурсы», да, ниже листаете. Вот этот слайд, который вы видели, и вот вы видите этих 3 волшебных документа. Положение о конкурсе, объявление, где очень хорошо расписано дедлайн,
то есть когда у нас заканчиваются сроки, и кто не может принимать участие, и кто может. И мы уже видим, что конкурс первый на 2022 год будет 1 сентября, да, и заканчиваться будет 15 октября. То есть вот эти сроки подачи от 1 февраля до 15 марта и следующий конкурс 1 сентября, 15 октября будет всегда. Теперь они меняться не будут, так сказал в прошлом году в сентябре Илья Владимирович Чукалин. Еще вопросы есть? Есть. Обязательно ли иметь статус ЕУПУ? Смотрите, коллеги, если вы идете на конкурс гранты главы, у нас в указе, по крайней мере в проекте указа, по-моему, сохранилась эта позиция, есть такое, что вам дается дополнительных 5 баллов, да, к экспертной оценке, если вы являетесь вот этим вот волшебным ИУПУ. Поэтому считайте сами, нужно вам или нет, но по идее, по закону ФЗ номер 7 еще должны быть меры поддержки таким коллегам, которые вошли в реестр. То есть, ну не во всех регионах, пока только в Тюмени и еще в Башкирии есть мера поддержки в виде финансирования проектов на 2 года. Там должна быть еще информационная поддержка и так далее. Но мы ждем от органов власти, что такая поддержка будет. Не забывайте, что это только на 2 года, и потом этот статус нужно будет продлять. Еще вопросы? Светлана Петровна написала, можно ли написать проект по реконструкции музея? Можно ли написать проект по реконструкции музея? Вот про реконструкцию очень часто у нас проекты стройки, реконструкции, капитальные ремонты, приобретение автомашин, буранов и так далее. Вот сразу вам вот такой знак покажу. Нет, потому что это, смотрите, в проекты, да, входит, это могут быть мероприятия, это могут быть акции, флешмобы и так далее. Конечно, вы можете сделать, ну вот, допустим, распечатать какие-то баннеры, флаеры, что-то сделать для того, чтобы украсить ваши или привлечь внимание вашей целевой группы, да, и так далее, но, к сожалению, на такие капиталоемкие проекты, как стройка, значит, реконструкция, ремонт, денег не дают. Это в редких случаях. Единственное, на что мы видели проекты, это строительство памятников, победы, героям, да, какого-то известного человека, лидера, политического, общественного деятеля и так далее. Вот на это дают. Значит, того, что облагородить территорию там где-то на улице, может быть, там какая-то площадка и так далее. На это дадут. И то это в контексте проекта должно быть, а не так, что приходят и говорят, пожалуй, я хочу вот это построить, и мне на это надо 4 миллиона. Мне дадут? Ну нет, конечно. Еще кто-то хочет сказать. Включите микрофон. Кто-то хочет сказать. Прокопий Слепцов. Это вы хотели сказать? Вам надо включить микрофон, чтобы задать вопрос. А где выходит заветная галочка, что могу дальше участвовать в президентских грантах? Где же она выходит-то? Да, слушаем вас. Меня зовут Слепцов Прокопьевич. У нас некоммерческая организация, социально ориентировочная организация. Мы хотим, я тренер по шахматам. Мы с вами знакомы, вы знаете меня, наверное, помните. Раньше учился в интернат. И также когда-то тоже обучал детей-инвалидов. Мы, в общем, хотим тренировать детей, инклюзивное обучение, инвалидов, здоровых. А вопрос в чем? Вопрос вот, мы хотим вот, да, вот мы не умеем делать проект, как вот образец, да, есть, да, вот, например, образец, вот именно, чтобы вот так сделать. Там,
Значит, На смотрите, какую желательно, Вот и смотрите. желательно на какую сумму? У нас код уже есть, и, например, на аренду нам, то есть помещение у нас нет, вот ищем помещение. Смотрите, давайте, чтобы время Вот экономить, мы нам нашли, уже надо переходить в Инстаграм. Я да, быстро отвечу да, сейчас, да. быстро. Таких шаблонов мы вам дать не можем, но вы можете зайти в проекты, выбрать направление, по которому вы идете, поставить вообще все года и нажмите там «Победитель». Если что, позвоните, мы вам расскажем. И вы увидите всех победителей, Ага. кто по этому направлению есть. Они все там в базе данных. Там написаны цели, задачи, краткое описание, целевые группы, и даже Да. телефоны и почты. Вы можете с ними связаться, если что. Вот вам пример. Никто, кто выиграл деньги, вам не подарит вот так проект и не скажет: на, бери, списывай. Я таких людей не знаю. Это интеллектуальная собственность, да, и вы только можете найти такого партнера, который может вам сказать: ну, заходи в наш проект. Так, нам, по-моему, нужно уже отключаться, коллеги. Учреждения могут участвовать только если они некоммерческие, если они не учреждены государственными, муниципальными, да, различными и тем более органами власти. Благоустройство сквера можете в контексте проекта. Ну все, а галочка выходит тогда, когда вы уже отчеты все сдали. Вам придет эта галочка, ждите, если что, звоните. Я рада была вас всех видеть, коллеги. Мы будем встречаться на следующей неделе точно. А все, кто оставил контакты, запись у нас ведется, запись мы вывесим в YouTube, рассылки мы никакие делать не будем, презентация, запись, все ловите в YouTube на портале. Мы уже в эти игры не играем, только так вы можете зайти к нам, и таким образом мы начнем оживлять наш портал. Хорошо? Ну, как вам понравилось реакции? Ставьте лайки, дизлайки, пишите. Всем пока, удачи, подключаемся.